Публичное обсуждение правоприменительной практики состоялось в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. Были подведены итоги работы за второй квартал текущего года. Встреча прошла с участием представителей государственных и муниципальных органов власти. Собравшимся также были представлены статистические данные за отчетный период. Темой публичного слушания, прошедшего в стенах регионального отделения Федеральной антимонопольной службы, стало не что иное, как практика по выявлению административных правонарушений и привлечению нарушителей к ответственности во втором квартале 2019 года. По информации докладчиков, количество нарушений за отчетный период осталось стабильным, что радует хотя бы отсутствием позитивной динамики роста. У нас в результате рассмотрения 12 дел администрация города Магаз была признана нарушить статью 15 Закона о защите конкуренции. Это выразить в мотивированном отказе, немотивированном отказе выдачи разрешения установки рекламных счетов на земельных участках. На основании данного решения было выдано также 12 предписаний с требованием прекращения действий, влекущих за собой ограничение конкуренции на рынке рекламных услуг. Неизменным осталось и количество поданных в ведомство жалоб, а также соотношение обоснованных к не имеющим оснований. Тем не менее, нас заверили, что ни одно из обращений без внимания не осталось. С 1 апреля по текущий момент рассмотрено 27 жалоб участников закупок, из которых 4 жалобы возвращены в связи с их несоответствием требований закона и 3 жалобы отозваны заявителями. По существу было рассмотрено на заседании комиссии Ингушского УФАС 20 жалоб. Из рассмотренных жалоб по существу 2 жалобы поданы на действия федеральных заказчиков, либо их комиссии, 14 жалоб на действия заказчиков Республики Ингушетия и их комиссий, 4 жалобы на действия муниципальных заказчиков. Всего за отчетный период признано обоснованными и частично обоснованными 11 жалоб участников закупки. В этом, к слову, кроется одна из проблем распространенности безнаказанности множества нарушений. Неосведомленность или просто нежелание населения обращаться в специальные органы ввиду незнаний собственных прав и той грани, когда права эти считаются нарушенными. Выявляем нарушения, к сожалению, их слишком мало, мы их выявляем при проведении проверки и так далее. Это те нарушения, которые граждане сами должны приходить и говорить нам об этом. Допустим, что им отключили свет, там, газ, воду и так далее. Вот. Если бы граждане сами нам говорили об этом, соответственно, нарушений было бы больше и реакция была бы лучше. И поэтому есть в этом направлении упущение со стороны граждан, то, что они приходят, либо не верят в правосудие, либо не хотят приходить к нам. Я хотел призвать наших граждан, чтобы если есть ущемление их интересов, также и бизнеса, если есть ущемление их прав, с чьей бы стороны они не происходили, приходить к нам и смело обращаться за защитой своих прав и интересов. В слушаниях приняли участие представители администрации районов и городов, а также министерств и ведомств, среди которых по окончанию слушаний было проведено анкетирование, призванное собрать информацию о возможных случаях известных правонарушений и дальнейшем их пресечении. Абдулмалик Белкани, Рамзан Ахильгов, Наиб Цичоев, Вести Ингушетия.